Привет, друзья! Ну все, ребята, осень. Листва уже практически опала. Есть, конечно, еще. Ну, 50% точно, ребята, уже выпало. Такие ночные заморозки уже. Ночью до 4 градусов мороза. Днем 3-4 градуса. В общем, прохладно, ребят, все. В северных районах Республики Коми уже выпал снег. Вчера хорошо засыпало Усинск, сантиметров 20. В общем, ребята, зима не за горами, так скажем. А у нас она еще намного быстрее будет. Осень, ребята, урожай собран. Как вы видите, все уже почищено. У Алены Сергеевны здесь порядок, как никогда. Картошка в этом году хорошая. Огурчики поели, помидорчики. В общем, морковка, свекла, все уродилось. В принципе, на зиму хватит. Давно ничего не готовили, ребята. Надо завести автоклав. Впереди первый лед. А это значит, надо запасаться кашами, тушенками, всякими вкусняшками, чтобы меньше было возни в палатке, приготовить себе что-нибудь покушать. И сегодня с Ларисой Юрьевной мы хотим что-нибудь приготовить. В общем, овощей много, разных. Надо куда-то это все утилизировать. И сегодня, ребята, заводим автоклав. А там поглядим. Короче, погнали домой, ребят, прохладно. С утреца прям еще изморозь даже не отошла. Так что дома тепло, печка, хорошо. Поехали. Так, друзья, ну что, мы на кухне. Лариса Юрьевна. Всем привет. В общем, ребят, что-то будет у нас, походу, очень вкусное, мощное, сочное. Жаркое по-домашнему. В автоклаве, да? Да. По баночкам. Картошечка своя, ребята, морковочка своя, перчик свой даже. А Алена Сергеевна какой уродился? Да, вообще замечательный. Ну, чесночок, понятное дело, и мясо только не свое. В общем, готовим ингредиенты и сделаем этот такое, знаете, ребят, ну, вкусная вещь. Мясо, овощи, это всегда сочеталось. Любое мясо с овощами, это всегда вкусно было. Тем более мы еще это не готовили. Готовили разные вещи, конечно, и болонеза мы делали, соусы. Все каши переварили, да? Всю крупу, да, практически мы с тобой делали. Рыбу так, ребята, всю делали. Вот именно сезон овощей, сейчас осень, понятное дело, заготовки. В принципе, мы тоже уже заготовили неплохо. Огурчики, помидорчики. Понятное дело, все свое на зиму. А здесь вот именно такие вещи, ребята, очень нравится брать в поход. Вот я прям подпривык уже. Баночку берешь с собой на сковородку или там в котелок, и все готово. А вот такие дела. Делаем, ребят, как обычно, на глаз. У нас тут свинина, да? Да. 3 килограмма примерно. Мясо, ребята, 2,5. Там штук с 15 таких картофель, 5 морковок и вот перчик туда. Чеснок еще. Ну, чеснок, это понятное дело. Ну и понятное дело, это все соль, перец, томатная паста. Ну, намного вкуснее будет. Делаем на глаз, ребят. Сколько будет, столько будет. В общем, у нас, как многие знают, у нас есть два автоклава. Фенсел Мини, это на 10 полулитровых банок. И мы взяли еще Фенсел 2. Он немножко побольше, на 15 полулитровых банок. Соответственно, если мы в десятку упремся, то сделаем в маленьком. А если будет больше, то сделаем в большом. Потому что разницы нету. Вот такие, ребятки, дела. В общем, сейчас все готовим. Что, нарезаем крупно. Да, Лариса? Да. Как на уху, ребята. Потому что автоклав все-таки это хорошая вещь в плане тушения. Грубые вот именно продукты он тушит прям на раз. Короче, все готовим, ребят, нарезаем.
в принципе, и посмотрим, что у нас получится. Постоянно спрашивают, Андрюха, стоит ли брать? Да, конечно, стоит, ребята, не важно, живете в деревне, в городе, свое что-то сделать, тем более хранение годами, консервация происходит. По-любому нужно брать. Сейчас, кстати, вышел у них малыш на 5 пол-литровых баночек. В общем, каждый под себя может подобрать поменьше, средний или что-нибудь побольше. Ссылка, ребят, в описании. Заходите, читайте, узнавайте. По промокоду Дрюня будет небольшая скидка. Так, ребят, ну что, пошла нарезочка. Все приготовлено у нас. Мы уже научились немножко. И раньше мы, если слоями ложили, ребят, сейчас мы делаем в одной таре. Что рыбу, что мясо, что кашу. Мы все затариваем в одну тару. Солим, перчим. Все понятно на глаз. Никаких пропорций у нас никогда не было. Да и незачем. Многие спрашивают. Да, многие спрашивают, Андрюха, ну как же рецепт? Где граммовка соли, перца? Ребят, все на вкус. Даже бывает пробуем. Не даже, а пробуем. Ну пробуем, да. Соответственно, ребят, ну здесь как-то так, я не знаю. Ну что, пошел перчик у нас. Запах, ребята, аж стоит просто космический. Все свеженькое. Чесночок, картошка. Ну, в принципе, ничего сложного. Все самое такое, знаете, ребят, ходовое. Картоха. Ну, куда без картошки. Вот многие говорят, даже уха там чисто рыба и перец, соль. Ну, я думаю, даже в ухе должна быть картошка. Картошка — это второй хлеб, вообще не знаю, ребята. Картошку в деревнях заготавливают много, мешками, и прям живут. Раньше жили на картошке. Так, ну что, все, ребят, нарезаем крупно. Крупненько, вот так, быстренько все это делается. В плане, говорю, вот объема пока мы не знаем, сколько у нас еще получится. Вот. Не знаю, что-то может добавишь, мать, я не знаю, что. Помимо томата, томатной пасты, что-то будем еще ложить? Ну, или соль, перец, какие-то специи. Чесночок. Чеснока много будет. Не, ну чеснок мы не будем же нарезать, прям головкой, да, положим? Ну да, зубчиками. Да, зубчиками. Приправы? Нет, соль, перец. И все, да? Да, я думаю, этого для школы достаточно. Достаточно, я тоже. Ну, лавруха же тоже будет же, наверное, да? Да. Горошком. Это отдельно прям сделать, да. Потом по баночкам будем. Масло ничего такого не добавляем. Растительное. Томат, паста же, в принципе, у нас все, да? Ну все, ребят. В общем, сейчас хотим вот позаниматься именно такими вот заготовками. Что-то вот такое готовое. Рассматриваем закуски. Хотим сделать еще в будущем. И, кстати, было бы неплохо, если вы, ребят, написали, кто уже приобрел от меня автоклав, ну, что-то делал, у кого как получается. Или вообще кто-то давно уже имеет такие вещи. Это же то же самое, ребят, что скововарка, только современная. Многие взрывались, я даже знаю в свое время. Ну, здесь практически невозможно, ребят, чтобы автоклав подвел, потому что здесь есть аварийный клапан, вот этот спусковой, он сам по себе спускает, если уже там вы там забыли или куда-то отучились, не дай бог, конечно. Ну, а так лучше, конечно, если готовите, надо присматривать все за этим делом, чтобы все сработало, все клапана открылись, нигде ничего не пропускало, все, в принципе, нормально. У нас уже ему, я не знаю, сколько, 2-й год, наверное, да, варится, если не 3-й. Третий. Ничего, ребят, не повело, ничего у нас не подтекает где-то, что-то, как-то там. Все работает, все нормально, все классно. Ну вот, ребят, как-то так, что. Перебился, сам себя перебил. Напишите, ребят, может, какие-то рецепты, какие-то реально вкусные вещи, потому что сейчас у нас очень много овощей. Все вот это надо свежее, все это можно куда-то закатать в баночке, вот именно. Так что было бы неплохо. Делитесь, в общем, да, ребят, рецептами своими. А мы приготовим, покажем и попробуем, в общем. Но эта вещь будет по-любому крутая. Тут, ну, мясо, картошка, в любом виде, ребят, это хорошо, как ни крути. Что на сковородке, что в казане, что, я не знаю, в духовке, это всегда вкусно. Так что все, ребят, пошла нарезка, что. Сейчас Юрина тут покрошит моментально, быстро.
Так, друзья, пошло мяско. Мяско еще полностью не разморозилось. Такое хорошее, да, с салом, да? С прожилками такое. Будет, мне кажется, сочно. Видите, ребят, какая. Даже не знаю, что за область. Тоже кубиками все это дело. 2,5 килограмма у нас получается. Примерно. Сальцо вот это подтает, ребята, будет жирненько, вкусненько. Так, ребят, ну что, все порубали, вот так крупненько. Скорее всего, здесь у нас будет больше 10 банок, я так думаю. Так, смесь перца. Все, пошел засол. Ну так, намного проще, ребят, вот, нежели с вами. Кориандр пошел, да? Да. Кориандр хорошая, ребята, приправа. Я обожаю. К мясу она прям подходит обязательно. В любом виде. Кориандр прям приветствуется. Солюшка. Ну, еще по банкам вот отдельно будем горошком ложить. И лаврушечку. Тоже немножко. Ну, а солим, ребят, на глаз. Ну, конечно, сами все понимаете. Лучше не досолить, чем пересолить. Ну, опять же, потом просто можно добавлять воду и какой-нибудь суп делать. Вот и все. Ну и все. И вот томатная паста, ребят. 500 грамм. Для вкуса, для цвета. Тоже туда. Кстати, лук репчатый мы, ребят, не ложили. Не знаю, почему Ирина не положила. Нет, я без лука. И сами понимаете, да, что вот обычно мы делаем еще и зажарки. Бываем делаем лук, морковку пережариваем. Вот в рыбу, допустим. А здесь все у нас свежее. Все. В общем, в таком виде. Ну, вот такую кучку, ребят, сейчас будем массаж делать, как говорится. 500 грамм. Да. 500 грамм, да. Кстати, можно же было еще помидоры, да, положить, да, вот. Из-за этого томат пасту я больше ложу. Ага, я понял тебя. Потому что с томатами все равно более кисло получается. Ну да, согласен. Да, мне кажется, в автоклаве помидор просто растает, да? Мне кажется, там будет просто шкурка вот эта. Все-таки морковка крепкий овощ, картошка крепкий овощ. Все. Начинаем массаж. И теперь массаж. Так, Браться бы еще. кучку мы неплохую тут накидали, нарубала. Ну все, теперь, ребята, вот тщательно как-то надо все это перемешать, чтобы все смазалось, все проперчилось, подсолилось. И уже потом по баночкам закладку. Вот говорю, сейчас пока обычно уже готовлю автоклав, но сейчас пока непонятно. Скорее всего, надо будет большой доставать. Посмотрим, в общем. Ну а так, сейчас что, кипятим воду, стерилизуем крышки, банки. Тоже бывает, не показываем вот эти мелочи, многие пишут, что забыли. Нет, конечно, ребята, это обязательное действие, это все-таки хранение. Ну, понятно, у нас они разлетаются, у нас вот в течение года не хранится. На рыбалке я угощаю много кого, кто в гости приезжает, там что-то, да, и сами готовим. Вот. Очень любим делать салаты там из леща того же, вот это мимоза салат, как это все классно очень получается. И дома бывает, когда нет времени, мы готовим.
Ну, в общем, такие дела, ребят. Все, короче, делаем массаж, готовим банки. Что, поехали. Баночки готовы у нас. Так, используем, ребят, резьбовые крышки и баночки, да, получается, не закаточные, ни в коем случае. Не подойдет для автоклава. И крышки всегда мы, ребят, ставим новые. Так, что, пошел Лаврентий. Ну да, тут какие большие. Тут, да, его с ним борщить тоже не нужно. Так, наполовинку, если большой лист. Сколько ты банок приготовила сразу? Ну, пока 12, потом посмотрю. Так. По душистому. По душистому тоже 1-2, ребят, там. Простой горшком перец не буду я ложить. Не будешь? Да, положили смесь перца. Так, ну что, закладочка. Что, ложкой придется как-то вот так потихоньку. Ну да. Ну, чтобы было и картошечка, и мясо там, понятное дело, да? Ну, как-то плотничком мы затарим. Не знаю, вот Лариса говорит, может воды еще добавить. Я что-то говорю, да мне кажется, не стоит. Мяско жирком, морковка, перчик, я думаю, сок даст. Чесночок. Парочку. В общем, ребят, смотрите, какая тема будет. Мне кажется, будет просто огонь. Ну и вот. Ну да, мне кажется, да, больше, ребята. 10 банок, так что буду доставать собрата. Ничего страшного. Вот как-то вот будет закладочка выглядеть. Ну, понятное дело, завтра попробуем все это дело. Сегодня-то, наверное, уже не получится, потому что мы оставляем на ночь, он сам остывает потихоньку. Завтра обязательно попробуем. Ну, в общем, как-то так. Вот так, ребята, будет выглядеть баночка. Плюс томат паста, мне кажется, да, не стоит. Посмотрим. Вот такие дела. Короче, пошел я, ребята, за большим автоклавом, буду его готовить. Тут уже видно, что больше 10 банок. Так что сходил за автоклавом, ребята. В общем, так и получилось у нас 14 банок, как и запланировано. Все. Приготовим. Мы уже готовили здесь. Фальшдно. Уплотнитель. Самое интересное, ребят, что данный автоклав, он же и как и самогонный аппарат. Здесь можно докупить там трубы и, в общем, готовить самогон еще. Короче, 2 в 1. Тоже, если, допустим, кто-то задумывается приобрести самогонный аппарат, то вот, как вариант, можно уже и вместе с автоклавом. Так, все, готово. Готовим мы на пару, не в воде. Добавляем 1,5 литра примерно, вот до фальшдна. Еще давай чуть-чуть. Все, готово. Вот такая красота, ребята, у нас получилась.
14 баночек. Все. Вот руки примерно, я не знаю, затягиваем, проверяем, потом еще можно бумажку, потому что сырые банки, крышки. Вот и желательно использовать новые, постоянно новые. Мы потому что вот сколько раз пробовали, уже по второму разу можно, конечно, использовать, но лучше новенькие. Как бы на этом не экономить, потому что когда крышка подводит в автоклаве, все растекается, тоже не совсем приятно. Такие дела, ребята. Все. Так вот. Так, ребят, ну что, все. Затариваем автоклав. В общем, на один ряд влазит 5 банок. Так. Фальш дно. Погнали дальше. Мне кажется, вот самый оптимальный вариант, ребята, это пол-литровая банка. Достать. Покушать. Ну, то бишь сразу съесть ее. Так, ну все, что. Закрываем, затягиваем и на огонь. Можно на любую плиту ставить, на сенсорную, на газовую. Там, неважно. Везде пойдет. Все, проверяем, затягиваем. Вот так вот. Так. Ну все. Доводим до кипения. Клапан пока открытый. Все, ребят. Доводим до кипения. И потом уже закрываемся и набираемся. Ну что, температуру мы набрали. Закрыли клапана и сейчас набираем 120 градусов и давление 1,1. И подождем. После того, как наберем, только тогда будем засекать, ребята, 50 минут где-то примерно. Рыба где-то 20-30 минут там. Мяско, свининка поддержим где-то минут 50, ребят. Вот такие дела. Ну и все. Отлично. Сосед баньку строит. Погодка, ребята, уже такая. 3 градуса уже, на реке уже прохладненько. Но впереди, ребята, будут вылазки. Сейчас ходил крайний раз на моторе. Посмотрел там такое интересное место. Обычно там все затоплено, как бы, потому что вода не в таком уровне. А сейчас воды вообще нету. И открылся там пок такой. Хочу там попробовать постоять. Наверх мне дороги нету, хотя водомет, ребята, приехал. Многие спрашивают. Ну, я чуть не хочу спускать уже в этом году его. Хотя посмотрим, не знаю. Потому что уже морозы, уже снега. Такое себе, в общем, решение. Посмотрим, в общем. Ну и впереди, ребята, будет экспедиция. Возможно, даже недельная. Будем заезжать именно по Налиму. Не буду пока ничего говорить, потому что дай бог, что все получилось. Вот. Но это уже, скорее всего, будет закрытие, ребят, сезона. Еще съездим пару раз за клюквой, наверное. Ну, в общем, такие планы. Ну, уже будем готовиться к первому льду. Уже, походу, не загораем, ребят. Все, ребят, автоклав, в общем, сейчас в таком режиме набираю и оставляем на 50 минут. А потом уже просто выключаем и остывает. То бишь, пускай ночку остывает. Завтра, в общем, увидимся, ребят. Такие дела, короче. Так, друзья, доброе утро. Прошла у нас ночка. Не можешь скрутить? Все, раскручиваем, ребята.
Подержали мы вчера 50 минут. Ну и в общем еще он остывал. Сколько? Часов 5, наверное, 6. Тем временем все равно что-то готовилось еще. Посмотрим. $14 баночек у нас. Живые, интересно, не живые. Так. Ладно, смотрим, ребятки. Опа. Ну что? Непонятно, да? Нет, пока. Так, будем разбираться. Ребята, будем разбираться. Все равно где-то вот подтеки есть. Не знаю, почему, с чем это связано. Какие-то нормальные, какие-то подтекают. Ну вот, жидкость есть, смотри. Так, ладно, ребят, сейчас разберем. Дальше больше стали. Не знаю, где-то подтекло, где-то нет. Есть вероятность, что мы забивали плотно, да, Ларис? Так-то вот они все выемки, ну как бы видно, что они все нормально. Тут дырочку уже сделали. Крышки у нас новые были. Так, ну что? Есть соус. Есть. Достаем наше блюдо. Так. Ну что, красота, слушай. Пробуем. Так, это у нас картошка, вот. Конечно, что она сварится, естественно. Угу. Мяско. Мяско мягкое, ребят. Так, на соль вроде ни в чем. Да. Отдает перчиком. Чувствуется. Да, пушка, чё? Все отлично. Перчик, да, понятно, ребят, растворился. Картошка вот нормально. Морковка где-то еще у нас должна быть. А, вон она. Ну, смотри, есть и огонь. Мне нравится, слушай. Вообще. Я бы все равно воды добавила. Воды добавил? Да. Побольше? Хотя у нас она выкипела, да? Ну да, вот. Это, считай, получается собственный сок. Да. Сок мяса, овощей, ребята. Мяско у нас такое было с сальцом. Да, ну классно. Надо что-то еще замутить. Да? Не знаю, может, вот тут такой кисло-сладенький такой привкус. Это вот из томатной пасты. Кто не любит, не добавлять можно. Просто масло добавить, да, чуть-чуть. Того же кусочек сливочек или растительного ложку. Да, ну классно. Так что, ребят, класс. Отлично вообще. Первый раз сделали. Шикарное блюдо. Вот сейчас на рыбалку поеду, возьму баночку. На сковородочку, бац. Ну, пожалуйста. А так, немножко воды, там, готовая шурпа. Вообще, 3 секунды. Четко. Что скажешь? Очень вкусно. Мне нравится. Так что вот, ребята, вещь крутая, заказывайте. Не пожалеете, мне кажется. Вариантов много. Мы тоже будем продолжать что-то делать, что-то новенькое. В дальнейшем у нас тоже еще пару замуток есть. Овощей много, будем что-то делать. Все, ребят, давайте на связи. Увидимся.